Виновником вчерашнего ДТП на автодороге Кавказ-Нестерская-Алкун-Таргим-Чми стал автомобиль ВАЗ-21-140. Следов от происшествия сегодня здесь практически не осталось. Правда, исход его оставил неизгладимый отпечаток. Страшная автокатастрофа унесла жизни двух молодых ребят, водителя и пассажира. Причина, по которой автоводитель не справился с управлением, превышение скорости. Казалось бы, несоблюдение скоростного режима – явление самое банальное в регионе. Однако, как показывает практика, и этот случай в том числе, последствия его всегда самые тяжелые. ДТП произошло после 9 вечера на 5-м километре автодороги. За рулем отечественного автомобиля находился 27-летний житель Алиюрта. Как все это происходило, зафиксировала камера видеонаблюдения одного из магазинов. По записям видно, с какой скоростью пролетает машина и съезжает с поворота. Автомобиль столкнулся с самоходной машиной «Грейдер», которая в этот момент стояла на обочине. По предварительной версии ГИБДД, водитель не вписался в поворот из-за большой скорости. Однако здесь видно, что поворот небольшой. Первыми на помощь пострадавшим прибежали местные жители. Тогда один из ребят еще был жив. Но усилий даже десятков людей не хватило на спасение. Машину из-под грузового автогрейдера смогли вытащить только специалисты МЧС и спецтехника. И это не единственные жертвы дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки в Сунженском районе. 28 мая, 18 часов вечера, водитель черной Приоры, который ехал со стороны Нестеровского, не справился с управлением при повороте в сторону Сунжи. Произошло опрокидывание автомобиля почти на 15 метров. За рулем был житель Республики Дагестан. В машине двое жителей Ингушетии. По данным ГИБДД, водитель с правой стороны обогнал машины, которые пропускали встречный поток со стороны Назрани. Причина ДТП, по версии инспектора, высокая скорость. Получили ранения различной степени тяжести. Примерно в 17 часов 30 минут 28-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ-2170-50 на федеральной трассе Кавказ, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание транспортного средства. В результате данного ДТП водитель скончался на месте, и его пассажир был доставлен в Сунжинскую ЦРБ. ДТП со смертельными исходами охватили географию и других районов региона. Так, на автодороге Средняя Чулки-Плиева около 10 вечера водитель, также не справившись с рулевым управлением, вылетел в кювет. 62-летний житель республики скончался на месте. В этот же день, но 2 часами позже, еще одна авария произошла на трассе Магас-Назрань. Правда, последствия менее трагичны по сравнению с предыдущими. Водитель, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser, не справившись с рулевым управлением, предварительно превысив скоростной режим, выехал на обочину и совершил несколько опрокидываний транспортного средства. В результате ДТП водитель был доставлен в РКБ города Назрань. Сейчас по всем вышеперечисленным происшествиям проводится расследование. По предварительной версии ГИБДД, причина во всех случаях одна – высокая скорость. И очень часто виной трагического исхода становится чья-то безответственность, как, например, в этом случае. Это видео в социальных сетях разместили сами же дрифтеры. Правда, в погоне за лайками они скорее заработали проблемы на свою голову и кошелек. Нарушители привлекли к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе вождение без прав и тонировка. Правда, не всегда вина ложится на водителей. Отсутствие разметок, знаков, тротуаров, освещения, пешеходных переходов, отбойников, за которые отвечают власти на местах, нередко приводят к непоправимым последствиям. Проводится анализ дорожного полотна, в котором необходимо внести корректировки. Отправляется предписание для того, чтобы эти моменты были устранены. И мы планируем, ожидаем, что после завершения самоизоляции проведется более тщательный анализ. До этого он проводился, и начнутся работы по устранению недостатков, которые были выявлены. Только с начала недели в регионе зарегистрировано более 15 ДТП, в их числе больше молодые ребята. Еще один случай, но не в нашем регионе. 25-летний Азамат Костоев и его 3-летняя дочь скончались в автокатастрофе по дороге домой в Калмыкии. Супруга в реанимации. Исходя из анализа сотрудников МВД, самые распространенные нарушения – превышение скоростного режима, выезд на встречку, неиспользование ремней безопасности, автокресел, вождение без прав, чаще всего несовершеннолетними. Хотелось бы, чтобы водители, конечно же, обращали на тот факт, что соблюдение правил дорожного движения является их залогом безопасности, и элементарное несоблюдение правил дорожного движения приводит к ДТП. Особенно хотелось обратить внимание на скоростной режим,
на выезд в полосу встречного движения, неиспользование ремней безопасности. И, к сожалению, перевозка наших несовершеннолетних детей также приводит к тому, что у нас калечатся дети. Особое внимание также хотелось уделить для родителей, которые передают транспортные средства своим несовершеннолетним детям. А у нас за прошлое воскресенье было ДТП, где за рулем сидел несовершеннолетний ребенок, в результате чего и он, и его пассажир были госпитализированы в больницу. Передавая транспортное средство, родители должны понимать, что это машина, которая может играть любую шутку с вашим ребенком. Несмотря на почти пустые дороги в период пандемии, количество жертв ДТП не меняется. Это еще одно свидетельство игнорирования не только призыва властей и сотрудников, но и богословов. Ведь согласно религии, намеренное причинение вреда своему здоровью и жизни приравнивается к акту суицида. Игнорируя ПДД, водители рискуют жизнями своих пассажиров. И очень часто жертвами пренебрежения и бессознательности родителей становятся маленькие дети. А ведь правила, которые необходимо соблюдать, простые. Только вот сколько матерей должны оплакивать своих сыновей, сколько детей остаться без родителей, чтобы некоторые наконец-то начали им следовать. Диана Дударова, Хамзат Халухаев. Новости 24.